Мгм. Всё можно. Добрый день, уважаемые слушатели проекта Climate Skills for Kazakhstan. Сегодня мы находимся на 4-й неделе наших лекций, и сегодняшняя тема — национальная климатическая политика и регулирование. Спикеры сегодняшней лекции — Саулет Сакенов, старший менеджер UNDP с большим опытом в области экологии, а также Айбек Тулепбергенов, старший консультант практики устойчивого развития и изменения климата EY, эксперт в области углеродного регулирования с большим опытом в консалтинге. Наши спикеры уже готовы, надеюсь, что слушатели тоже. Мы очень excited по поводу сегодняшней лекции, так как уже к сегодняшнему дню возникло много вопросов про национальную климатическую политику, поэтому надеюсь, что сегодняшние спикеры смогут покрыть большую часть вопросов. По таймингу предварительно мы планируем закончить до 6 часов, поэтому можете отправлять вопросы также в чат. И наш QR-код в конце лекции также будет доступен, чтобы вы могли пройти attendance. Саулет, передаю вам слово. Очень надеемся, что вы сможете нам, как человек, который имеет большой опыт и участие, в том числе в лице Казахстана в Киотском протоколе, в других различных иностранных поездках, рассказать, поделиться, показать, так сказать, историю и как это все зарождалось. Спасибо. Спасибо большое, Рай. Я хотел бы, во-первых, выразить благодарность проекту Climate Skills for Kazakhstan за то, что пригласили. Также хотел выразить благодарность Kazakh Geography за то, что выделили нам зал, возможность провести эту лекцию. И, наверное, я попробую начать. Моя лекция, в принципе, называется «Национальная климатическая политика и регулирование», о том, что происходило в Казахстане, какие были процессы для того, чтобы изменение климата, скажем так, как политический или экологический процесс здесь в Казахстане появился. Поэтому давайте попробуем начать. Я начну, наверное, с самого простого. Меня зовут Саулет Сакенов. Я эколог, специалист по климатической политике. Сейчас я работаю в программе развития ООН. В свое время я работал в Координационном центре по изменению климата. Это очень древнее, скажем так, по казахстанским меркам НПО. Оно создалось примерно в 1999-2000 году. И там было большое количество экспертов, которые работали для того, чтобы как раз попробовать вытащить изменение климата уже на большую политику. И тогда были очень большое количество таких глобальных больших процессов, которые на Казахстане зацикливались, и были реализованы какое-то количество проектов, начиная от изучения, скажем так, понимания политики, образования, освещения и всего прочего, и заканчивая реальными проектами по сокращению выбросов парниковых газов. Это НПО существует и сейчас, оно в таком немножко маленьком виде, но тем не менее оно действует. И сейчас мы вместе с этим НПО делаем один небольшой проект, который, мы надеемся, в будущем выстрелит. Также я почему в этом зале мы оказались, я в свое время стоял, скажем так, у истоков создания Казахстанского национального географического общества. Очень люблю путешествовать именно по Казахстану, общаться с людьми, обычными людьми. И с каждым, с кем я общаюсь, я всегда спрашиваю что-нибудь о погоде. И люди начинают рассказывать об изменении климата, но уже своими обычными словами. Можно дальше слайд. Прежде всего, такой слайд я показывал в основном школьникам, студентам, или когда есть аудитория, которая не, скажем так, не знакома с изменением климата. И я задавал такой вопрос интерактивный, что вы знаете, почему на Земле возникла жизнь, из-за чего она возникла? Прежде всего, потому что на Земле есть так называемый парниковый эффект, и температура колеблется в разумных пределах, и она достаточна для того, чтобы здесь образовалась и существовала вода, и, соответственно, образовалась жизнь. И именно эта грань небольшая, удержание той температуры, она в целом помогает тому, что в Казахстане, в мире, на нашей планете существует хорошая температура, которая позволяет поддерживать жизнь. И ее именно попытка ее дестабилизировать или изменения в ней, они очень сильно сказываются на биоте. Поэтому именно парниковый эффект, он стал тем знаком или той структурой, при которой
образовалась жизнь, да, и теперь мы стоим на грани того, что этот же парниковый эффект может стать гранью или как бы вот тем механизмом, который приведет к массовому вымиранию видов, к сожалению. Вот, можно дальше. Прежде всего, ну вот можно увидеть вот эти две картинки, да, они из НАСА. Это мир до 1900 года. Соответственно, вы можете видеть, что температура резко и очень сильно выросла. В основном рост начался в 60-х, 70-х годах с индустриализацией. И, соответственно, большое количество парниковых газов, которые образовывались, они начали возникать и появляться в атмосфере. Их концентрация неумолимо росла. И вот, например, много вопросов возникает от того, почему изменение климата, почему решили, что это именно человек. Но в целом дело в том, что исследуются, так скажем, керны льда, и в кернах льда содержится кислород, ну, воздух, который исследуется на то, какое количество там парниковых газов существовало внутри определенных периодов. И как бы уже доказано, что анализ, лабораторный анализ этих как бы вот воздуха, он показывает, откуда взялось именно парниковые газы в атмосфере. И, соответственно, доказано, что парниковые газы в атмосфере последних лет – это именно деятельность человека от сжигания ископаемых видов топлива. Вот. И, соответственно, вы можете видеть, как сильно изменилась, да, планета в температурном смысле. Можно дальше. Как дела в Казахстане? В целом вы можете видеть вот такой график. Это не мой график, я его не лично рисовал. Это график Казгидромета. Казгидромет имеет хорошую лабораторию по вопросам того, как меняется климат в Казахстане, какие глобальные сдвиги происходят. Да? И Казгидромет объясняет, что на самом деле в Казахстане тоже идет потепление климата. И, возможно, из-за того, что у нас есть удаление от океана, мы равно удалены от океана, очень далеко, и температура в нашем регионе растет немножко быстрее, несколько раз быстрее, чем в мире в целом. Поэтому это очень такой сильный процесс, и можно сказать, что вот Центральная Азия и Казахстан, они являются такой мировой лабораторией для того, чтобы изучать, как будет меняться климат и какие будут последствия происходить. Поэтому здесь очень большой потенциал для научных исследований. Вот. И температура все время растет, и она будет расти, более того, по всем прогнозам. Здесь у меня данные по 2021 год, это те данные из национального сообщения, которые Казахстан готовит. И в целом, как бы, тренд температуры вы можете видеть. Можно дальше. Я бы хотел рассказать о политическом процессе, который здесь в Казахстане происходил. Как я говорил, изменение климата впервые прозвучало, ну не впервые, а скажем так, впервые на политическом уровне прозвучало на саммите Земли Рио-92. Это был в 1992 году большое мероприятие, большая конференция, где вопрос изменения климата именно поднялся как вопрос глобального выживания человечества. И, соответственно, после 1992 года были созданы так называемые конвенции ООН. Их несколько. Это конвенция, например, по опустыниванию, конвенция по биоразнообразию, конвенция по изменению климата. Вот эти конвенции стали основой международного права по экологии. Да? И, соответственно, в 1992 году была создана рамочная конвенция ООН об изменении климата. И в 1992 году ее тогда президент, по-моему, Назарбаев, он подписал от имени Республики Казахстан сам текст, а ратифицирован он был в 1995 году. Вы можете видеть, что ратификация заняла буквально 3 года, то есть достаточно быстрый политический процесс в Казахстане происходил. Потом был Киотский протокол, который был тоже, как только он создался, он был подписан, но тогда, по-моему, его подписывал министр иностранных дел Казахстана, а вот ратификация его заняла 10 лет, ровно причем 10 лет, то есть, если, по-моему, его в феврале подписали и в марте только ратифицировали, через 10 лет. И этот процесс был с огромными как бы проблемами, с огромными
волокитой, с огромными политическими, тектоническими, я бы даже сказал, движениями для Казахстана, потому что изменение климата тогда воспринималось, как, скажем так, политика по борьбе с изменением климата воспринималась как политика по борьбе как бы с энергетикой Казахстана. Почему-то вот так именно воспринималось. Хотя сейчас мы видим с тем, что развиваются именно возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, энергосбережение, созданы тысячи рабочих мест, да, ну, может быть, десятки тысяч, да, в этой сфере. То есть это наоборот, если вы правильно и работаете в этом вопросе, то у вас хороший экономический потенциал в этом заложен. Кроме того, я бы сказал так, что Казахстан является таким рекордсменом, потому что самый-самый первый большой проект в мире вообще по сокращению выбросов парниковых газов был реализован именно в Казахстане. И это был проект газотурбинной электростанции в городе Уральске, Западно-Казахстанская область. Там компания Тохоку, это японская компания, установила газотурбинную станцию, ну, турбину, которая позволила сократить выбросы парниковых газов, увеличить КПД станции, увеличить производство электроэнергии и сократить выбросы парникового газа. Когда, например, когда вот обсуждался именно Киотский протокол, говорили, что невозможно увеличить производство электроэнергии, сокращая выбросы парниковых газов. И именно этот проект доказал, что все работает, что механизмы Киотского протокола тоже работают. И вот этот проект был реализован как бы в свое время. Также одновременно с ним реализовывался проект «Харикейн» на Харикейне. Тогда так называлась компания «Петроказахстан». Сейчас даже, по-моему, тоже «Петроказахстан», да, называется. Это 2005 год. И тогда тоже был проект по утилизации попутных газов. Но, к сожалению, он не был в тот момент реализован. Он подготовлена была к нему документация, все прочее, но не был найден, скажем так, инвестор. Потом была странная политическая ситуация. В общем, в итоге он не был реализован. Но я знаю, что он был реализован впоследствии. И была построена газоочистительная станция, были утилизация попутных газов. Вот. И Парижское соглашение в 2016 году появилось и было ратифицировано Казахстаном. Можно дальше. На одной из первых лекций рассказывали о том, что Казахстан находится, скажем так, в интересном положении. Он находится в так называемом неприложении 1, то есть конвенция ООН разделила страны по двум группам. Приложение 1 и неприложение 1. Приложение 1 заходят те, кто развитые страны, неприложение 1 развивающие страны. И прозвучала фраза о том, что Казахстан находится в развивающих странах. На самом деле Казахстан ворвался, скажем так, в экологическую политику именно в процесс изменения климата тем, что для Казахстана было принято специальное решение, что для целей конвенции он не относится к приложению 1, то есть он как развивающая страна, а для целей Киотского протокола он относится к приложению 1, так называемому приложению Б. Да? И, соответственно, Казахстан в тот момент мог реализовывать как проекты по совместному осуществлению, так и проекты по механизму чистого развития, так называемые. Были два таких механизма. Вот. И был такой двойной статус, которым, к сожалению, Казахстан не воспользовался, потому что очень поздно ратифицировал Киотский протокол. Вот. Но зато вот это соглашение, вот Марракешское, именно на конференции 7-й, она позволила как бы заново запустить казахстанскую политику и в целом двинуть к тому, что Казахстан все-таки стал внедрять у себя механизмы по сокращению выбросов парниковых газов, принимать какие-то законы возобновляемой энергетики и прочее. Вот. И, соответственно, вот с помощью вот этого соглашения возник вот такой вот большой как бы резонанс. И в том числе это соглашение было одним из того, что в Казахстане в том числе появилось большое лобби против политики по изменению климата. Можно дальше. Вот, первые опыты и поражения, ну вот, как я уже говорил, был проект в Уральске, модельный проект по сокращению парниковых газов. И в целом, вот вы можете видеть здесь цифры, примерно 62 тысячи тонн СО2 сокращались парниковых газов, и в год экономия энергии 241 тысяча гигакалорий была в год. Но проблема в том, что тогда ее профинансировали японцы, и они как бы установили эту энергию. Казахстан вложился в инфраструктурой, то есть он подвел пути, подвел и прочее, ну, вот, строительные как бы работы. Но, к сожалению, сами единицы не были переданы японцам, потому что Казахстан, опять же, поздно очень ратифицировал Киотский протокол. Японцы постоянно говорили о том, что нам нужно, это очень важно. Это первый проект Японии, первый практически в мире. Для них это был модельный прям проект. Но, к сожалению, мы вот из-за политических вот этих переговоров, из-за угольного или другого лобби, да,
мы не смогли вот этот проект протащить именно. И не был создан так называемый регистр, который в Казахстане присоединен к мировому и мог бы через мировой секретариатский регистр быть пересланным Японии. Ну, вот так судьба так сложилась, да, и тем не менее. Вот. Вот можно видеть, это вот сама ТЭЦ, как она выглядит. И в целом, получается, это в 92 году был модернизирован большой как бы энергоагрегат. Дальше можно. В целом, еще что позволил сделать в то время Киотский протокол, прежде всего это реализовывать как несколько проектов, там были как маленькие проекты, это вот строительство, мы управляли такими проектами в рамках канадских ресурсов, были маленькие проекты по строительству гидростанций, были большие проекты по вот, Уральской ТЭЦ. Появилось большое количество экспертизы в Казахстане, появились эксперты, которые этим занимаются. Казмунайгаз тогда задумался, если к нам придет система торговли выбросами, о которой мы предупреждали, что она скорее всего появится в том или ином виде. Казмунайгаз даже попытался сделать свой углеродный фонд, создать систему управления парниковым газом среди своих дочерних компаний и так далее. Появился первый внутренний проект, так называемый. То есть в Казахстане есть система торговли выбросами, вот о ней мой коллега больше расскажет, как она действует. Но вот примерно суть такая, что каждым предприятием, которое выбрасывает больше 20 тысяч тонн, им назначается квота, и они могут выполнять путем своих собственных операций внутри своего предприятия или привлекая единицы из реализованных проектов снаружи этой системы. И самый первый проект был зарегистрирован, это гидростанция в городе Алматы, которая сокращает выбросы парниковых газов, замещает, скажем так, да, энергию. И, соответственно, она была реализована и как бы выброшена на брокерские, на торги. Вот. Первые сделки в 2014 году были, но, к сожалению, в 2016 году система была приостановлена путем, ну, я бы сказал, если быть до конца честным, было очень сильное лобби приостановления. Но плюс надо сказать, если честно, что сама система, она была запущена в пилотном режиме, там было много ошибок, много проблем с мониторингом, с отчетностью. Исторические данные тогда принимались как база, да, например, если у вас в прошлый год был очень активный, да, вы там выбрасывали миллионы тонн, а следующий год мог быть не очень активным, но вам все равно давали миллионы тонн как квоту. Соответственно, сокращений не наблюдалось, да, и поэтому нужно было придумать новую систему, которая сейчас известна как система бенчмарков, когда делается на лучших доступных технологиях, то есть если у вас есть электростанция, то рассматривается ряд таких же электростанций, среднее количество единиц выбросов парниковых газов на единицу ВВП, пусть будет, да, на единицу энергии и так далее. Вот это бенчмарки, они были тогда придуманы, ну не придуманы, а внедрены. И вот после 2016 года, после 2018 года система снова стартовала. И было колоссальное как и давление снаружи, так и снутри на то, чтобы это работало. Но самое главное, вот, что я увидел, это то, что, во-первых, в тот момент, когда появилась эта система, была проведена, можно сказать, всеобщая национальная инвентаризация выбросов парниковых газов по предприятиям. Каждое предприятие. Даже мне звонил дядя и спрашивал, а зачем меня заставляют делать инвентаризацию, у меня покрасочный цех. Да? Я говорю, ну вам, наверное, не нужно. Нет, нас всех заставят. То есть все предприятия в Казахстане на тот момент существовавшие, они сделали инвентаризацию худо-богатств, какие предприятия будут сокращать. И примерно 50% всех предприятий Казахстана зашли в эту систему, и они отвечают за 50% выбросов Казахстана. Вот. Соответственно, вот так была запущена эта система. Но это был такой, я считаю, прорыв на самом деле, вот, на тот момент. Ну, такой тяжелый, с кровью прорыв, я бы сказал. Можно дальше. По-моему, это уже было. Да. Что я вижу, вот это, наверное, мой последний слайд, что нам понадобится в Казахстане. Вот мой форсайт, как эксперта, того, кто много лет работал в этой сфере. Я сейчас немножко отошел
от митигации, от сокращения выбросов парниковых газов в адаптацию к тому, что изменение климата уже происходит, и нужно сельское хозяйство адаптировать, нужно адаптировать энергетику, жилой и так далее. И вот мой форсайт, что будет дальше актуально. Во-первых, адаптация к изменению климата будет выходить на первый уровень, и изменение климата уже идет, нам нужно устойчивое общество, устойчивая экономика к этому. Технологии по сокращению выбросов парниковых газов, они будут передвигаться на развивающиеся страны. То есть, если раньше поставщиком, скажем, технологий выступал так Запад, да, то теперь и глобальный юг, да, он тоже выступает поставщиком технологий. И более того, в свое время Казахстан был инициатором такого переговорного процесса, как сотрудничество юг-юг, для того, чтобы обмениваться технологиями между уже развивающимися странами. Да, нам нечего было предложить в технологическом плане, в мощном таком, но как бы трикс такие, как можно сокращать выбросы парниковых газов в наших условиях, вот тогда вот это вот возникало. Потом мне кажется, что сокращение выбросов парниковых газов будет отходить от момента так называемого avoidance, когда вы избегаете, да, выбросы парниковых газов. Это вот когда вы можете, грубо говоря, вы нефтяная компания, вы выбрасываете кучу выбросов парниковых газов, но постоянно как бы занимаетесь тем, что вы, например, сажаете леса, там еще где-то, и говорите, что я вообще зеленый и так далее. Но, наверное, мне кажется, что это будет все отходить уже на второй план и будут требовать сокращения именно на самом предприятии. Это мое такое предсказание, что, скорее всего, к этому все придет. То есть нужно будет сокращать именно на предприятии путем технологических прорывов или установки вот так называемых систем хранения, улавливания и хранения. Вот этот вот, мне кажется, это такой большой будет резонанс, ну, большое будет движение вот в эту сторону. Потом ESG тоже будет расти очень сильно, но лично я считаю, что ESG, такой тренд, он будет на ближайшие несколько лет, да, на большие, но потом, после того, как ESG перестанет быть просто, ну, зачастую это просто политика, да, саму отчетность и политика о том, что мы хотим казаться зелеными, она будет более в практическую сторону переходить именно в проекты, то есть будут требовать от отчетности, чтобы были проекты по сокращению выбросов парниковых газов, не только социальные проекты, да, или какие-то отчетные проекты. И один из самых больших моментов, который, мне кажется, социально и экологически будет давить на страны и на мир в целом, это климатическая миграция. Я ее объяснял. У нас был такой проект очень интересный, мы его 2 раза реализовывали. Получается, что мы учим жителей села принимать туристов. Казалось бы, при чем здесь изменение климата, да? Но оказывается, что изменение климата наиболее влияет именно на сельское хозяйство. Там большие проблемы из-за того, что не урожай, из-за того, что не хватает воды, недостаточной механизации, недостаточной технологий. И, соответственно, они с каждым годом теряют все больше и больше урожая и, соответственно, меньше получают денег. И, соответственно, мы их учим тому, что кроме того, что да, мы внедряем технологии и все прочее, мы еще учим их получать дополнительный источник доходов, и за счет того, что мы учим их принимать туристов, там, организовывать у себя какие-то этноулы там, и так далее, за счет этого они чуть-чуть больше получают прибыли, и, соответственно, вот. И если у крестьянина, грубо говоря, каждый год не урожай, он от этого зависит, что ему остается делать? Наверное, переезжать в город. Да? Он продает все по бесценку или бросает вообще и уезжает в город на низкооплачиваемую работу, что усиливает социальный эффект, напряжение в том же городе, да, или куда они переезжают. И вот это глобальное движение, оно будет возникать, и оно будет все больше и больше давить. Конечно, экономические причины здесь превалируют, но климат тоже будет вносить свой вклад. По-моему, у меня все, если не ошибаюсь, можно на следующее. Да, у меня все. Это вот моя информация. Все, могу приступать. Добрый день, участники данной лекции. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить организаторов данной лекции, также спикера Саулет. Очень познавательный, интересный спич, да, в историю об изменении климата. Я думаю, это очень полезно как и для меня, так и для зрителей данной лекции. Сегодня я хотел бы затронуть также вопросы национальной политики, климатической политики, а также регулирования, но уйти больше вглубь в точку зрения регулирования. Да.
Если мы будем смотреть на сегодняшнюю ситуацию в Казахстане с точки зрения климатического регулирования, то в Казахстане приняты 3 основных документа, которые определяют текущую, среднесрочную и долгосрочные цели развития климатической политики. Текущая — это экологический кодекс, который был принят в 2021 году, а именно раздел 18, где говорится о государственном регулировании, а также об охране озонового слоя атмосферы, а также об адаптации, как вот ранее отметил Саулет, с точки зрения тех секторов, которые не подвержены государственному регулированию. Также в 2023 году были приняты 2 документа основных. Это АНУФ, это NDC, это обновленный национальный вклад Республики Казахстан, то есть среднесрочная цель, когда Казахстан взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 15% от 1990 года. В случае, если он будет сам справляться, если с международной поддержкой, то это 25%. Но наши государственные органы и бизнес-сообщество ориентируются на эти 15%. И также есть... В 2023 году была принята стратегия достижения углеродной нейтральности к 60 году, где говорится, что Казахстан будет нейтральным с точки зрения выбросов. То есть не говорится, что он не будет выбрасывать парниковые газы, но ту часть, которая будет выбрасываться, будут покрываться другими проектами, да, с точки, как и CCUS, и лесные проекты и так далее. Так вот, во всех 3 документах прослеживается связь с точки зрения того, что есть как секториальные, так и кросс-секториальные меры и инструменты достижения этих целей. И сегодня я хотел бы затронуть тему углеродного регулирования и энергетики. Можно следующий слайд? Да, дальше. Что такое углеродное регулирование? Углеродное регулирование — это государственные политические меры и направления, с помощью которых государство мотивирует и контролирует снижение выбросов парниковых газов, а также тех обязательств, которые на себя взяло государство. И существуют как прямые, так и косвенные и непрямые методы регулирования. Да? Прямые методы — это когда государство устанавливает какие-то правила, стандарты, чтобы к какому-то определенному году или к концу года предприятие или какое-то сообщество сократило выбросы парниковых газов. Либо это косвенным методом относятся, такие как углеродное ценообразование и использование офсетных проектов, то есть офсетных единиц. К углеродному ценообразованию относятся это углеродный налог и система торговли выбросами. Сюда же можно включить мониторинг, отчетность и верификацию как часть этой системы. Также есть различные методы в виде СИБАМа, допустим, в Европейском Союзе и в Великобритании, когда государства защищают свои отрасли от того, чтобы они не утекли, можно так сказать, carbon leakage на английском, чтобы эти компании не утекли в те страны, где нет того самого регулирования, тем самым уравнивая условия для этих предприятий. Опять же, ESG-регулирование — это как составная часть, когда предприятия в будущем будут обязаны, сейчас это добровольно происходит, но в будущем, возможно, с внедрением стандартов S1, S2, МФСОшных, будут обязаны выпускать данные отчеты и верифицировать эти отчеты, а также использование или неразрешение использования добровольных и обязательных офсетных единиц. Ну и как ранее Саулет отметил, это те технологии, такие как, допустим, Carbon Capture and Use and Storage, то есть когда мы улавливаем выбросы парниковых газов, и различные технологии в виде лидара, допустим, это мониторинг метановых выбросов. Но сегодня я, как и сказал, буду больше концентрироваться на углеродное регулирование, а именно на углеродное ценообразование. Можно следующий слайд, пожалуйста? Да, на данном слайде вы видите 2 графика. Один из них показывает, как работает система торговли выбросами, а второй показывает, как углеродный налог. В целом, что система торговли выбросами, что углеродный налог являются государственными инструментами сокращения выбросов парниковых газов. Просто они действуют по-разному, различных конфигураций. Если смотреть на систему торговли выбросами, то государство здесь устанавливает цель, устанавливает правила игры, но не устанавливает цену.
Цену формирует сам рынок с учетом спроса и предложения на рынке тех самых квот. Государство лишь контролирует достижение тех целей с помощью выдачи бесплатных, платных квот. С точки зрения углеродного налога, тут ситуация обратная, когда государство устанавливает цену, но слабо контролирует результат, то есть достижение каких-то целевых показателей. С точки зрения администрирования систем торговли выбросами, конечно, посложнее, потому что нужно вот это постоянное МРВ, плюс ограниченность секторов, не все сектора могут попасть под СТВ. Если говорить об углеродном налоге, то это более гибкая система, которой можно охватить большинство секторов, которые используют, допустим, топливо, энергетическое топливо. Углеродный налог бывает, ну и как и система торговли, бывают разного вида, то есть есть рыночные, есть нерыночные системы, есть системы, которые давят на свои бизнесы, на свои предприятия, можно так сказать, есть системы, которые защищают свои предприятия от сторонних рынков. Если мы перейдем на следующий слайд, будет пример, когда в одной стране, в одной юрисдикции используется как система торговли выбросами, так и углеродный налог. Что важно отметить, что две системы, они работают одновременно и не дублируют функции друг друга. Допустим, как вы видите на слайде, транспорт, а именно авиасектор, промышленность, промышленность и энергетика контролируются системой торговли выбросами, и здания промышленности и энергетика также контролируются углеродным налогом. Но тут важно отметить грань, то что есть выбросы, если предприятие выбрасывает более 20 тысяч тонн, как в Казахстане, то в Швейцарии это 25 тысяч тонн, больше 25 тысяч тонн, то предприятие подпадает в СТВ, если менее, тогда попадает в углеродный налог. Но в Швейцарии уникально еще тем, что есть такая система, как программа Non-ETS, то есть не СТВ, переводя с немецкого языка, когда предприятие, которое выбрасывает, которое не подпадает в СТВ и не хочет платить налог, но уверено, что оно сократит выбросы к определенному периоду времени, договаривается с государством, освобождается от всех выплат и берет на себя обязательство сократить какую-то долю к определенному периоду времени. То есть тем самым это как бы метод поддержки данных предприятий. Но в Швейцарии также планируется и внести углеродный налог на транспорт, то есть на моторное топливо. Можно дальше, в принципе. Да, на данном слайде показаны углеродный налог, его распространение в мире, также ставки представлены. То есть вот вы видите топ-5 стран, где углеродный налог превышает более $100 США. Это Уругвай, Швейцария, Лихтенштейн, Швеция и Норвегия. Как вы видите, это более-менее развитые страны, где общество готово к этому, к тому, чтобы платить за те обязательства, которые они выполняют. Можно следующий слайд. Здесь показано распространение системы торговли выбросами как инструмента в мире. И вы здесь можете заметить, что Казахстан является одной из стран на постсоветском пространстве, на территории Центральной Азии и Кавказа, где внедрена система торговли выбросами. Но вот по цене за углеродную единицу находимся почти на последнем месте. Но об этом поговорим чуть позже. Можно следующий слайд. Да, в 2023 году компанией EY, экспертами EY проводилось большое исследование системы торговли выбросами именно Казахстана. Были проанализированы плюсы, минусы этой системы, но также мы смотрели, как работают другие системы. И в рамках нашего проекта вот одними из стран, которые мы углублялись в изучении конфигурации систем торговли выбросами, это была, естественно, самая развитая система это Европейского Союза, а также Швейцарии, Великобритании, Кореи, Новой Зеландии. Некоторые страны мы брали, потому что они похожи по объему выброса парниковых газов, некоторые по тем секторам, которые охватываются. Но главным фактором, почему мы используем эти страны, это является то, что в данных системах активно развита продажа квот на первичном рынке, то есть когда государство продает квоты на аукционе. Да. Первоначальный год. Да, можно следующий слайд.
Здесь давайте остановимся чуть поподробнее. Система торговли выбросами Казахстана, как отметил Саулет, была принята в 2013 году. До 2016 года она функционировала. Потом в 17-18 годах была пауза, приостановка. Да, был изменен подход, то есть был исторический метод, потом использовался, постепенно начали внедряться распределение квот по бенчмарку. В настоящее время это 4-я фаза, то есть 18-20, 21 сейчас идет национальный план распределения квот 22-25 года. Система торговли выбросами Казахстана охватывает 6 секторов экономики. Это энергетика, нефтегаз, металлургия, горнодобывающий сектор, химический сектор, отрасль промышленности в виде цемента. И также есть резерв для всех этих установок. Как я и говорил, охватывает те сектора, то есть предприятия, которые выбрасывают более 20 тысяч тонн СО2, охват газов только СО2. Количество всего установок 212, и вообще по законодательству предусмотрено как и первичная торговля квотами, то есть первичный аукцион, так и вторичный аукцион. Но по факту не работает ни первичный, ни вторичный. До 2022 года работал аукцион вторичный, то есть когда предприятия сокращали свое производство, свои выбросы, тот остаток квот, который у них оставался, могли продавать на аукционе, а именно на бирже Каспий, то в 2022 году было внесено изменение в законодательство о товарных биржах, где внесли слово «специализированная биржа», и Каспий биржа не смогла с 2023 года осуществлять аукцион на вторичном рынке. То есть предприятия по факту продавали квоты между собой в рамках прямых договоренностей и просто сдавали отчет или копию договора Жасылдаму. Система торговли выбросов покрывает около 50% выбросов, общих казахстанских выбросов. Также в Казахстане можно использовать офсетные единицы, которые прошли экспертизу и верификацию именно в Казахстане. То есть тут важно отметить, что нельзя путать те офсетные единицы, которые можно использовать, compliance, и те офсетные единицы, которые производятся на добровольном рынке в виде Gold Standard, Вера и так далее. Потому что в процессе изучения мы выделили те факты, когда вот эти те самые CDM, добровольные рынки, добровольные офсетные единицы разрушали систему, перенасыщали систему, и система не функционировала, как заранее предполагалось. То есть государство полностью теряло контроль, потому что добровольные офсетные единицы были дешевле квот тех, которые продавали государство. Соответственно, предприятиям было невыгодно покупать у государства, они просто использовали дешевые офсетные единицы. В связи с этим большинство стран ограничило или совсем отказалось от использования офсетных единиц. Как пример, это Европейский Союз, который до 2021 года возможно было использовать эти офсетные единицы, которые также перенасыщили рынок, и сейчас мы видим большую разницу между верифицированными выбросами и теми, так называемым кэпом. Казахстан не ограничил эти выбросы использования офсетных единиц, и как видите на слайде, этот показатель равняется 100%. Есть страны, допустим, как Южная Корея, которая разрешает использовать добровольные единицы, которые верифицированы программой ООН в рамках Парижского соглашения, в рамках статьи 6.4. Да, 6.4. Но в доле в 5%. То есть ранее это было 10%, сейчас это 5%. Можно, в принципе, дальше. Здесь я хотел бы рассказать, что ждет систему торговли выбросами в будущем периоде, то есть в национальном плане распределения квот 2026-2030 года. В первую очередь, во многих форумах, во многих совещаниях государственный орган, оператор системы торговли выбросами в лице Жасылдаму
говорил, что будет запущен первичный аукцион, то есть будут распределяться платно квоты от государства. То есть от того метода с 2013 года Казахстан выделяет 100% квот бесплатно, покрывает все выбросы. В случае, если не хватает, дает дополнительно из резерва, то с 2026 года наконец-то запустится первичный аукцион. Расчеты, какой должен быть этот объем, какая цена должна быть, это еще в процессе. То есть в рамках, я забыл сказать, что в рамках стратегии достижения углеродной нейтральности сейчас ведется активная работа по разработке дорожной карты, и созданы на базе Миннацэкономики созданы 18 подгрупп, и в том числе подгруппа по системе торговли выбросами. Вот также на этих подгруппах мы обсуждаем, какая должна быть доля. Ну, как UI, как представители команды, который изучал этот процесс и производили моделирование этого процесса, мы предложили как министру, так и бизнес-сообществу начать с 5% и с долей в $9. Это стартовая позиция. Дальше постепенно увеличивать эту долю на 2,5%. В то же время государством также озвучивается уменьшение углеродного бюджета. То есть в текущем экологическом законодательстве прописано, что ежегодное уменьшение бюджета составляет 1,5%. Но в том самом документе АНУФ, который был выпущен в 2023 году, есть строчка, что предлагается увеличить данное ежегодное сокращение с 2,25% до 5,1%. Тем самым говоря, что каждый год, но на недавнем совещании Жасыл Даму озвучил, что данная доля будет все-таки принята на уровне 2,25%. Тем самым ежегодно количество квот, которые получает предприятие, будет сокращаться на 2,25%. Это одна сторона, плюс другая сторона – это ужесточение бенчмарков. Текущие бенчмарки были презентованы, можно сказать, опубликованы в 2017 году, вот когда после приостановки системы, после перезапуска системы. И данные бенчмарки, основные 52 бенчмарка не корректировались, то есть они остаются на том же уровне. То есть, грубо говоря, сейчас используются данные 2017-2019 года, хотя предприятия, может быть, некоторые закрылись, некоторые модернизировались, и государственным органам озвучено, что ужесточение бенчмарков оно будет. Тем самым мы, возможно, столкнемся с проблемой, когда мы ужесточаем СТВ с двух сторон. С одной стороны, когда уменьшаем углеродный бюджет, и с другой стороны, когда ужесточаем бенчмарк. То есть предприятие, по факту, которое получает сейчас квоты в профиците, да, можно так сказать, может резко столкнуться с ситуацией, когда там, в дальнейших периодах может быть не хватать квот, и просто квот будет негде взять ни на вторичном, ни на первичном рынке. Еще одним нововведением, прописанным в АНУВе и в стратегии достижения углеродной нейтральности, является то, что будет создан углеродный фонд, где будут аккумулироваться деньги от продажи квот и от углеродного налога. Вопрос углеродного налога остается открытым, но тем не менее эта строчка в документе есть. Мы, как представители бизнеса, мы очень тесно связаны с бизнесами, общаемся с ними, сделали такое мнение, что, точнее, существует такое мнение, что бизнес, он всегда против, да, ну, с точки зрения системы торговли выбросами, что он против развития этой системы, пусть лучше остается так, пусть мы будем получать, но это постепенно. Но есть та часть бизнеса, которая и поддерживает трансформацию КАЗСТВ, потому что понимает, что этот механизм он рабочий, если правильно его настроить. Плюс бизнесу важна предсказуемость. Если они будут понимать, как цена будет расти в будущем или какие механизмы прозрачные будут настроены, то и бизнес может подстроиться и, соответственно, закладывать стратегию свое развитие.
Так, ага. Поэтому вот как бы будущее у КАЗ СТВ такое. Надеюсь, что система, ну вот сейчас 24 год, у нас еще есть 1,5 года, чтобы настроить систему, чтобы она заработала в 2026 году, как полагается рыночной системе торговли выбросами. И в следующих своих слайдах я хотел бы затронуть немножко про энергетику, про энергетическую политику. Можно следующий слайд, да. 94 энергетические установки из 212 составляют это, точнее 94 установки из 212 составляют энергетические установки с выбросами более 90 миллионов тонн из 160 текущих. Соответственно, более 50% это энергетика. И мы понимаем, что это сложно для энергетики в той части, что, окей, понятно, бизнес, да, как индустрия, они могут внедрить какие-то технологии, у них есть место для этого внедрения, но с точки зрения энергетических установок, то всегда упирается в деньги, в тариф. То есть говорят, что окей, повышайте систему, повышайте цену на углеродные квоты, но мы переложим эти деньги на население и на тариф. Соответственно, какой выход из этой ситуации, из генерации? При том, что более 50% текущих энергоустановок, они устаревшие и находятся в состоянии износа. Казахстаном приняты два концептуальных, точнее больше концептуальных документа, но здесь я рассматриваю два. Это концепция развития энергетической отрасли до 29 до 35 года. Как вы видите на слайде, сейчас доля ВИА составляет около 6% при производстве электроэнергии. К 2029 году планируется увеличить эту долю до 12%, а к 2035 году до 25%. Как и Можно следующий слайд, пожалуйста. Как это планируется сделать? То есть есть три направления развития энергетического сектора. Это технологическое перевооружение, когда постепенный отказ от угля, может быть, переход на более альтернативные топлива, плюс развитие чистой энергетики, это строительство новых электрических мощностей ВИА, это внедрение принципов ESG, и плюс развитие рынка электроэнергетики, то есть это внедрение программы тариф, обмен на инвестиции и вот, прочие программы. И следующий слайд. Если будем говорить о ВИА, то вот в 2023 году введено в эксплуатацию 16 объектов с установленной мощностью более 490 мегаватт. И к 2027 году планируется внедрить еще 25 проектов, которые по суммарной мощности составят почти 600 мегаватт. На экране представлены часть тех проектов, которые были реализованы в 2023 году. Это не все, но вот часть, которая есть. В целом, если подходить, это мой последний слайд, и если говорить, если суммировать то, что я сказал, то вопрос энергетики, он очень сложный с точки зрения того, что нужно, наверное, подходить не только к энергоустановкам как к основным источникам выброса парниковых газов, но необходимо разобрать всю цепочку энергетики, да, начиная от использования угля и использованных продуктов до конечного потребителя. И, может быть, тогда получится к какому-то консенсусу в этом плане подойти. На этом у меня все. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Да. Спасибо. Я, наверное, добавлю, если можно. У нас получается, что у нас скажем так, когда система торговли квотами снова заработала, после того, как была приостановка, и в целом как бы было именно сильное противодействие тому, что она вообще работает и так далее. Но когда пришла новость о том, что в Европе будет вот этот СИБАМ, и что он создастся, то как бы наоборот пошло такое сообщение от именно
от энергетического сектора, от индустриального сектора, о том, что, оказывается, хорошо, что у нас есть такая система, мы хоть как-то защищены. И давайте ее, наоборот, ужесточать, улучшать, прозрачность ее увеличивать. И это тогда позволит нам быть защищенными, ну, как минимум на европейском рынке. Вот. И поэтому вот это был такой очень большой, вот, когда СИБАМ ввели, он, с одной стороны, сильный как бы ограничитель, а с другой стороны, он подстегнул предприятия к тому, что нужно, оказывается, сокращать выбросы парниковых газов и заниматься тем, что как бы усиливать, снижать энергоемкость производства. Вот этот вот момент тоже очень важный. Да, если мы будем говорить про СИБАМ, то это такой заразительный механизм, можно так сказать. Европейский Союз, он как бы пионер в этой области, он разработал этот СИБАМ, он потихоньку сейчас пробует в добровольном порядке, пилотируемом порядке, но также другие страны подхватывают эту идею и тем самым защищают свое производство. Так, например, в 2027 году планируется ввести СИБАМ в Великобритании, также Китай рассматривает этот вопрос, ну, соответственно, это непременно скажется на те. Сразу задам вопрос. Вот Александр Сазонова пишет: расскажите о возможности о влиянии СИБАМ на торговлю Казахстана со странами Европы, в которых этот механизм будет реализован. Также интересно узнать о бирже, через которую идет продажа квот в РК. Два вопроса, можно про СИБАМ? Окей, да. То есть в чат, то есть когда предприятие торгует с предприятиями, в виде аукциона это не реализовано, потому что, как я и ранее сказал, внесены изменения в законодательстве о торговых бирже, где внедрились слово «специализированная биржа», то есть, наверное, была идея создать какую-то отдельную биржу, которая будет торговать только углеродными квотами, но этот процесс затормозился, и сейчас, насколько я слышал, пытаются возвратить, то есть к тому, что было. Да, к тому, что было, и если это сделать, то, возможно, будет торговля осуществляться также на бирже Каспий. Касательно первого вопроса, как это будет отражаться на экспортоориентированных секторах, то есть как действует СИБАМ? СИБАМ действует таким образом, что есть 6 продуктов, на данный момент 6 продуктов, которые импортируются в Европу, и чтобы защитить свои предприятия от той, чтобы продукты, которые выпускаются в Европейском Союзе, был придуман этот механизм, который уравнивает условия всех продуктов, представленных на рынке. То есть как это будет работать? Допустим, в системе торговли Казахстана цена составляет условно $2, скажем, да? В СИБАМе это, допустим, $60. И разницу между 60 и $2, то есть $58, экспортируемый из Казахстана в Европейский Союз все будет должен доплатить в Европейский Союз. Понятное дело, что никто платить за границу не хочет, все хотят оставить эту сумму у нас в экономике, поэтому естественным образом нужно повысить в первичном рынке, то есть тем самым мы заплатим меньше в Европейский Союз. Вот так это влияет. То есть в основном это влияет на сектор металлургии, а именно алюминий, да. Кажется, в косвенном плане еще это может очень сильно подстегнуть развитие так называемых офсетных проектов, но здесь в Казахстане. То есть здесь возникнет большая необходимость именно в сокращенных единицах и в том, чтобы действительно цена на углерод росла очень сильно. А когда цена на углерод растет, то появляется предложение. И, соответственно, возобновляемые источники энергии могут поставлять свои единицы, да, могут поставлять лесные проекты, энергоэффективные проекты, это те, кто не находится в системе. И как бы это будет дополнительный источник доходов для тех, кто занимается возобновляемой энергетикой особенно, мне кажется. Да, благодарю. Оказалось, что меня слышно. Да. Это очень хорошая новость. Продолжая вопросы, вот у нас есть еще один. Как именно регулируется процесс углеродного выброса? Он регулируется очень просто. Для всех предприятий, которые выбрасывают больше 20 тысяч тонн СО2 эквиваленте в Казахстане, устанавливается квота. Раньше она устанавливалась на историческом. Если вы 3 года подряд выбрасывали одну цифру, то вам столько и дадут. Сейчас это бенчмарки. Они считают, сколько вы выбрасываете на единицу продукции.
ну, в основном бенчмарки, где-то комбинированный подход используется, и как бы вам дают именно вот эту цифру. Таким образом сокращается вырос парниковых газов. Потом в начале и в конце вы делаете отчет об инвентаризации. Но обычно это делается один раз, и он охватывает оба, и начало, и конец. Да, в апреле обычно, ближе к апрелю сдаются эти отчеты инвентаризации. И там сравниваются единицы, что вам дали и сколько вы вернулись, да, с какими вы вернулись, и как бы они погашаются, можно сказать. Эти единицы проверяются независимыми верификаторы, они называются, люди, которые проверяют и дают уровень согласия, да, на вот этот отчет, разумный, неразумный и так далее. То есть они проверяют, действительно ли расчеты такие. Первый отчет о верификации невозможных денег, да, буквально предприятия платили огромные деньги. Потом потихоньку нарастилась местная как бы, экспертиза, и вот цена на консультации по верификации резко упала. И она стала более-менее ну, меняемой, скажем так, для предприятий, я имею в виду. Да, я еще хотел бы добавить, что есть еще и администрируемые установки, то есть да. это те установки, которые выбрасывают более 10 тысяч до 20 тысяч. Они тоже в добровольном порядке должны сдавать отчеты, о которых упомянул Сауль. Да, для того, чтобы промониторить, когда они выйдут за эти 20 тысяч и включить их в систему, да, например. Вот. Понятно. Благодарю за пояснение. И вот еще один вопрос. Какие вам известны казахстанские торговые биржи? У нас единицами торговала только биржа Каспий, они вовремя как-то подсуетились, создали у себя вот этот департамент, создали, ну, я не знаю, не знаток биржевой системы, но знаю, что они создали процедуру, как продавать единицу, и как бы предлагали свои услуги для всех, кто хочет продавать свои единицы. И вот они в свое время это создали. Сейчас, как уже сказал Адель, идут торговли чисто между предприятиями, они между друг другом торгуют. Или вы, например, если вы являетесь владельцем офсета, и вы сделали проект, валидировали, верифицировали его, то вы можете пойти к предприятию и сказать, я вот сделал проект, у меня есть столько-то сокращенных, но это уже офсеты. Но, к сожалению, таких проектов у нас ну, раз-два и обчелся. Благодарю, Саулет, да. благодарю, Айбек. Вот последний вопрос из чата, и вот у нас есть еще здесь тоже люди присутствующие. Буквально вот хотела бы немножко сократить вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Какие действия я могу предпринять на ежедневной основе, чтобы влиять на изменение климата? Я бы попросила по 3, наверное, действия каждого из вас по возможности, как-то чтобы подсократить, и чтобы мы смогли перейти к слушателям из зала, да, и тоже, чтобы у нас коллеги могли задать вопросы, так как мы немножко сегодня ограничены по времени, у нас остается совсем мало. Хорошо, я даже одно скажу. Первое, это возможно, ну, вот, то, что у вас в проекте происходит, это так называемые экологические права, да, человека. Важно и нужно требовать свои экологические права и заниматься тем, что постоянно наблюдать за тем, как в Казахстане экология развивается, и делать вклад именно в то, чтобы вопросы окружающей среды постоянно находились именно в приоритете. Они у нас всегда были на остаточном принципе, к сожалению. А нужно, чтобы они находились в приоритете. Вот это самый важный момент, что именно гражданское общество должно как бы его постоянно увеличивать, запрос должен быть от гражданского общества, и, соответственно, тогда государство тоже будет его поднимать. И это то, как это выросло в Европе и в других странах, как мне кажется. Вот. Окей. У меня, наверное, как бы банально это не звучало, но постоянно развиваться, и в том числе в экологическом и климатическом плане, читать отчеты разнообразные, но и также очень просто стараться экономить энергию, которую мы производим. Допустим, все мы понимаем, что электроэнергия и теплоэнергия поступает в большинстве, в частности, от угля. Соответственно, не открывать зимой, когда жарко, окно, а как-то, может быть, регулировать. Сберегающие и ресурсосберегающие вещи. Большое спасибо. Здесь у нас можно у меня 3 вопроса. Вот, первое, вы говорили про то, что предприятия отчитываются об использовании своих квот, а эта информация открыта, есть какой-то реестр, доступен ли общественный контроль по этой информации. Второй вопрос, что вот происходит в ситуациях с различными авариями, например, как Мангистау, когда полгода там громадный выброс, влияет это как-то на квотирование, принуждаются ли предприятия докупать эти квоты или как-то в этом случае действовать. И третий вопрос, допускает ли законодательство Казахстана образование негосударственной биржи торговли квотами?
и, возможно, там кредитами или выбросами. То есть если это будет какая-то инициатива коммерческих предприятий, они между собой организуют биржу, доступна ли им эта возможность? Хорошо. Да, это сложный вопрос. Что касается, давайте начну с аварии. Нужно сначала определить, чьи это выбросы, то есть чей продукт, грубо говоря, горит. И, соответственно, это должно быть внесено в инвентаризационный отчет. И, соответственно, у этого предприятия, если ему разрешили, это же в нефтегазе у нас было, и если нефтегаз тоже внесен в систему торговли квотами, и если у них идут выбросы, то, соответственно, в инвентаризационном отчете это должно быть указано. И, соответственно, когда они сдают в апреле свой отчет, то там должны быть вот эти ресурсы указаны. И, соответственно, тогда смотришь, что вам, извините, давали квоту на столько, а вы в результате халатности выбросили вот столько. Соответственно, у них будет, либо они должны будут купить у кого-то эти квоты дополнительно, да, либо реализовать какие-то проекты, которые сократят у них же эти выбросы, да. Но за счет как раз вот в чем была проблема первой системы квотами, да, то, что у них всего год был на все это дело, а сейчас делают по 2-3 года. То есть они могут в течение 3 лет это попробовать нивелировать. Но если они этого не сделают, то они заплатят штраф, я правда не помню какой, 5 МРП. 5 МРП за каждую тонну СО2. А там миллионы тонн, да. То есть вот. Второе, что негосударственные биржи, насчет бирж не знаю, но фактически очень много НПО на Западе, они занимаются таким, можно сказать, экологическим терроризмом. Они имеют доступ в систему торговли квотами, и они могут купить квоту и просто погасить ее у себя, никому не продать, грубо говоря, сокращать выбросы парниковых газов. Так занимаются многие экологические НПО, они собирают с людей как бы такие donations, и заходят в систему и выкупают прям квоты для того, чтобы они не выбрасывались и чтобы предприятия не могли их купить. И, соответственно, тем самым как бы они как бы немножко регулируют. Но в Казахстане можно реализовывать какие-то проекты по сокращению выброса парниковых газов, верифицировать их и продавать предприятиям. Это может делать гражданское общество относительно легко. В виде офсетных единиц. Да, единиц. И третий вопрос у вас был. Как мониторинг? Типа, может ли общество... Общественный мониторинг, к сожалению, я не могу вам этого сказать. Я знаю, что когда готовится национальный план распределения квот, кому сколько, да, то это лежит, естественно, на открытых НПА, и внутри национального вот это распределения квот, это постановление правительства, там написано прям, кому сколько выделили тонн. Но как бы сами отчетность о том, как сократились, не сократились, сколько тонн в итоге получилось, к сожалению, это недоступно. Но мы не имеем, по крайней мере, я не знаю такой информации. Да, не хватает, да, я согласен, ее сильно не хватает, и вот, может быть, из-за этого сейчас продвигается ESG, где вся вот эта информация должна быть в открытом доступе. Я согласен, что ее не хватает. Нет. К сожалению, вот у нас именно недостатки вот этой системы квоты, то, что там недостаточная отчетность, то есть вы не видите, к чему она действительно привела. Сократила она, не сократила, какие единицы появились. Вот эта отчетность, ее нет. Есть статистическая информация, что столько-то выдали, но как бы аналитики в ней нет, к сожалению. И может быть это такой простор для бизнеса, который можно сделать. Я хотела спросить, с вашей точки зрения, каких законов сейчас не хватает для реализации стратегии углеродной нейтральности достаточно эффективно? Это кому? Общий вопрос? Общий, наверное. Разные мнения с разными моментами сталкиваются. Хороший вопрос. Каких именно законодательных требований не хватает, чтобы реализовать стратегию достижения углеродной нейтральности? Я давайте начну. Что мне сильно не хватает в любых законах, это то, что вот плавно вытекает из предыдущего вопроса, именно отчетности. Очень сильно не хватает индикаторов, то есть когда написано, что индикатор такой-то, к нему нужно достигнуть и так далее. И во-первых, когда забиваются эти индикаторы, они иногда, не знаю почему, но они забиваются необдуманно. И их фактически невозможно мониторить. И вот этот вопрос. И тогда они начинают удалять эти индикаторы, и, к сожалению, иногда под шумок убирают и нормальные индикаторы. И как бы с точки зрения того, что это невозможно, там, и так далее. Вот мне очень сильно не хватает именно отчетности, чтобы закон предусматривал обязательное
движение по вот этим индикаторам, чтобы их видеть всегда, что происходит и как происходит. Сами законов-то хватает, экологический кодекс можно до скольки угодно модернизировать, добавлять, удалять и все такие вещи. А вот именно контроля того, как эти индикаторы выполняются, что происходит, вот этого сильно не хватает. И в том числе для аналитики, и для общественности, и просто для профессионалов, которые занимаются этим. Многие предприятия самостоятельно собирают данные, не предприятия, а вот консалтинги, да, вот такие, наверное, как Ernst Young и так далее. Они самостоятельно собирают эти данные. Мы, например, столкнулись с тем, что в свое время мы делали коэффициент эмиссий для предприятий, да, то есть сколько для энергетического на киловатт единицы продукции, сколько вы выбрасываете СО2. И даже как бы производство электроэнергии, сколько вы потратили топлива, сколько вы потратили на транспортировку и так далее. Даже эта информация почему-то она является секретной для предприятия самого, коммерческой тайной. И, соответственно, попробовать даже с запросами Министерства энергетики, Министерства экологии, попробовать создать вот этот, мы уперлись в то, что, это закрытая информация, это нельзя, мы не можем это давать. А именно коэффициент эмиссий, сколько да, у вас СО2 образуется от единицы, от 1 киловатт-часа, это ключевой фактор, сколько вообще выбрасывается в Казахстане от энергетики, от которой у нас выбрасывается порядка 80%. 80, да? Я не помню сейчас. Но энергетика очень большой именно процент имеет. Вот. Я бы добавил то, что стратегия достижения углеродной нейтральности – это документ стратегический, общий. Он не нацелен только на предприятия, да? Он нацелен на всю страну. На всю страну и на снижение страновых выбросов. И поэтому мне, наверное, как специалисту в этой области не хватает планов и документов, и законодательных актов с точки зрения неохватываемых секторов экономики. Да? То есть агросектор, отходы, сектор отходов и прочие сектора, которые не входят в КАЗ-СТВ, и непонятно, как будет реализовываться эта политика вот для этих отраслей. Да, это дисбаланс. Получается, у нас 50% те, кто в регулируемой, и 50% те, кто в нерегулируемой. Получается, эти 50%, которые в регулируемой, они как бы за всю страну тащат обязательства сокращения выброса парниковых газов. Это вот такой нонсенс произошел. Поэтому для тех, кто не ходит в системе, должны быть созданы, то, что, например, в некоторых странах это решается углеродным налогом, да? А в Казахстане, возможно, нужно сделать стандарты какие-то, может быть, ГОСТы, которые будут сокращать выбросы парниковых газов в нерегулируемых секторах. Еще один вопрос, чуть даже пару вопросов из чата, буквально завершающие. Как урегулирован мониторинг соблюдения нормативов эмиссий различными предприятиями помимо отчетности? Имеется в виду парниковых газов или общих газов? Мониторинг соблюдения нормативов эмиссий. Эмиссии, возможно, люди интересуются про загрязняющие вещества. Да. Там есть ПДВ, ПДС, ПДК. Есть экологические разрешения, да, есть классические экологические разрешения, есть нововведение, такое как комплексное экологическое разрешение, которое вступит в силу с 2025 года, но оно реализовано только для топ-50 крупных предприятий, осуществляющих загрязнение веществ. То есть, если суммировать, то предприятия подают проект в госорган, защищают этот проект, на основе этого проекта выдается разрешение на эмиссии и на выбросы, и на сбросы сточных вод, и на захоронение отходов. Если мы говорим о классических выбросах, то есть загрязняющих веществ, то это регулируется таким образом. Есть целый государственный орган в лице Комитета экологического регулирования и контроля, который занимается этим. С точки зрения парниковых газов, как мы ранее отметили, это МРВ-система и система торговли выбросов. И вот еще один вопрос, Бек, тоже к вам. Есть ли тенденция по увеличению углеродной квоты в РК, сейчас $2, до уровня европейских квот? Какое ваше отношение к увеличению стоимости квоты? Цена, да? По цене, да. Кажется, про мечты, да, ваши? По цене, да. По цене однозначно есть тенденция к увеличению, потому что, как я ранее отметил в своей презентации, с 2026 года правительство и государство планируют запустить продажу квот от государственного органа, да, и, соответственно, это такой, знаете, мотивирующий фактор для сокращения выбросов и для использования, тем самым
То есть эта тенденция увеличит стоимость квоты, плюс тот же дефицит, который государство контролирует, то есть ужесточая бенчмарки, ужесточая ежегодные сокращения, естественным образом приведет к увеличению цены. Но опять же, в нашем исследовании мы предлагали такой механизм, как коридор цены, чтобы контролировать эту цену, потому что когда цена резко вырастает до пределов, допустим, $100 тех же европейских, я не уверен, что экономика Казахстана готова к этому, когда там одно предприятие выбрасывает 13 миллионов тонн выбросов. Поэтому мы в рамках нашего исследования предложили этот коридор, когда государство в случае достижения какой-то триггерной цены максимальной, оно может разбавлять квоты выпуском в аукцион новых квот для продажи, тем самым увеличивая предложение и уменьшая спрос. Я тоже добавлю, в программе развития ООН мы делали исследования по тому, как именно вводить вот эту продажу квот именно на начальном этапе, когда идет распределение квот. Часто оно бесплатно раздается, и, грубо говоря, у предприятий есть такой трик, да, попробовать максимально защитить свои квоты, чтобы максимально больше их взять, да. А если вы их продаете, эти квоты, то уже так не получится. То есть вам придется за каждую тонну платить. Даже если $1 это очень много. Вот. Поэтому, один, может, не много, но все равно много, да, по сравнению с нулем. И и в программе развития ООН мы сделали такое исследование, где предложили, что и где надо поменять в законодательстве и как внедрить именно продажи этих национальных, первоначальную продажу квот. Может быть, что будет, если, например, 10% продавать, 30%, 50% и так далее. Такое есть исследование, оно, в принципе, доступно. Вот. На этом наши вопросы закончились. Огромное спасибо сегодняшним спикерам. Асаулет, Айбек, огромная благодарность. В чате очень много пишут, вас благодарят за сегодняшнюю лекцию. Спасибо. Было очень информативно. В особенности хочется снова поблагодарить Kazakh Geography за предоставление сегодняшней локации. Коллеги, вам спасибо за то, что вы выделили нам время, поддержали. Также слушатели в офлайне тоже благодарим за то, что нашли время прийти поучаствовать. До следующей лекции, также в среду, на следующей неделе. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Скорых встреч.